Я думаю, что руководство канала пыталось и сделало все для того, чтобы канал остался. То есть остался он не потому, что мы не хотели или не захотели работать в новом формате, а потому что не дали зарегистрироваться. Я помню, что руководство канала в лице генерального директора неоднократно выезжало в Москву. Выезжали наши специалисты-юристы, которые готовили документы, которые неоднократно подавали. Несомненно, были какие-то замечания, были какие-то пожелания. Мы готовы были все это учесть. Но самое главное, регистрация должна была произойти. Но этого не сделали. Роскомнадзор сделал все для того, чтобы этот канал прекратил вещание. Вместе с телеканалом АТР прекратило вещание все то, что было в этом холдинге. Это и «Ля-Ле», телевизионный канал детский, это и радио «Мейдан», это и радио «Лидер». К большому сожалению, да, вот сегодня в Крыму создано очень много информационных ресурсов, они очень хорошо и успешно работают. Я даже сравниваю тот период, когда мы работали, как тяжело получали лицензию, как тяжело в тех или иных регионах, районах, городах мы получали частоту, радиочастоту, телевизионную частоту, потому что мы работали в аналоговом формате. Хочу сказать, что нам не давали. А сегодня во всех городах, во всех районных центрах, населенных пунктах, везде Роскомнадзор выдал лицензию и везде вещают на крымско-татарском и на русском языке